أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Принцип ислама амр биль маруф ва нахи аниль мункар, то есть призыв к благому и удерживание от зла. Что такое призыв к благому и удержание от зла? Мы, исходя из аятов Корана, понимаем, что все то, что описано как благое, как добро в Коране Аллахом, то, что сказано им, и все то, что прожито практически Мухаммадом, саллиллаху, то, что он воспринимал как добро и благое, то все это считается как добро и благое. Все то, что Аллах Субхану ва Тааля запретил нам и приказал нам удерживаться, то это зло. И то, что Мухаммад саллиллаху очень сильно огорчался по поводу того, как люди сбивались с пути. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Кунтум хайра умматин ухриджат линнаси та'муруна бил ма'руфи ва танхауна анил мункари ва ту'минуна биллах». То есть вы, мусульмане, созданы как действительно такая община, как умма, которая призывает всех без оглядки к добру, к благому. И сами совершают благое, творят добро и призывают к добру. И удерживают от зла, от греховного. И точно мусульманин должен знать, что есть еще один аят, где говорится: «Ля икраху фиддин». Нету насилия и принуждения в религии. Когда ты начинаешь призывать к добру и призываешь к благому, то не можешь ты насильно заставить человека совершать благое. Если человек сам по себе, по своей природе, он не такой, если он не уверовал, и не сможешь ты его отстранить от зла, и не можешь заставить совершить зло греховное, если человек не хочет совершать это зло. «Ля икраху фиддин» переводится во многих тафсирах как «ты не можешь вывести человека из религии насильно». Если человек принял религию, если он религиозен, то ты его не сможешь заставить в душе, внутри, в уме, то, что он чувствует своим умом, своей душой, своим сердцем, ты не можешь его отвернуть от этой религии. Вот как переводится во многих тафсирах, то есть как комментируется во многих тафсирах, особенно в старых тафсирах, вот этот аят. И здесь, исходя из этого, мы должны знать, что если мы призываем к благому, то мы должны призывать к благому, исходя из того аята, который говорит Аллах Субхану ва Тааля: «И уд'у иля сабили раббика бил хикмати валь маугизатил хасанати». Если ты призываешь к добру, призываешь на путь Аллаха, а путь Аллаха это и есть добро. Если ты призываешь на путь Аллаха, то ты призывай с мудростью, биль-хикмати, валь-маугизатил хасанати, и с прекрасным увещеванием. Еще ты должен быть примером. Мусульманин во всем должен быть примером для всех остальных, и для своих других мусульман, для своих единоверцев, и для других, чтобы увидели красоту ислама, увидели красоту того призыва Аллаха. Благое. Что такое благое? Первое, то, что относится к благому, к добру, это признание Всевышнего своим сердцем. То, что ты признаешь Аллаха Субхану ва Тааля и говоришь: «Ля иляха илляллах, Мухаммадур Расулуллах». То есть ты понимаешь, что Аллах един, Он тот, который сотворил все для тебя и сотворил человека как кусок плоти добра, и сделал в противовес человеку как зло шайтана, а'уду биллахи минаш шайтанир раджим, то есть Иблиса, как противовес добру, который называется человек.
Человек сам по себе, он, как говорится в аяте Корана, «Лакад халакнал инсана фи ахсани таквим», он, человек, создан для добра, для благих деяний. Но Аллах Субхану ва Тааля создал и его противника, его врага, для того, чтобы испытывать человека, испытывать его крепость. Аллах Субхану ва Тааля говорит, что вы созданы для того, чтобы быть примером для остальных. Чтобы все остальные, видя в вас, какие вы добрые, какие вы совершаете благие деяния, тоже поняли красоту Аллаха, красоту ислама и тоже захотели приблизиться к Аллаху. Мы из-за этого всегда стараемся изучить жизнеописание пророка Мухаммада ﷺ. К сожалению, есть некоторые жизнеописания, где выдуманные какие-то истории про пророка Мухаммада ﷺ, такие как то, что он совершал какие-то ужасные дела, что он постоянно воевал, что он постоянно творил какие-то, хотят его обрисовать таким злым, но мы, мусульмане, мы читаем те истории его сахабов, где рассказывают, каким он был. Мы читаем те истории его жен, которые они нам рассказали, каким он был в семье, каким он был в обществе, как он призывал людей. И даже когда тот человек в Медине, который его очень сильно досаждал, Абдуллах ибн Убайд, главарь мунафиков, и когда он был при смерти, его сын прибежал и сказал: «О, величайший посланник, любимец Аллаха, Расулуллах, саллиллаху алейхи салям, мой отец умирает и зовет тебя, чтобы ты присутствовал». Он пошел к нему. Он стоял около него. Он присутствовал, когда его обмывали. Он присутствовал, когда его хоронили на его джаназа. Хотя Аллах Субхану ва Тааля говорил, что проси прощения за них или не проси прощения. Если даже просишь прощения 70 раз, то Аллах Субхану ва Тааля не простит его. Когда ему сказали, есть же такой аят, о посланник Аллаха, он говорит, что я 70, еще 70 раз буду просить за него. Но после этого Аллах Субхану ва Тааля не спасал аят, что не стой на их заупокойной молитве, на джаназа намаз. Не читай над ними джаназа, не проси прощения над ними, не стой около их могилы. И после этого Мухаммад ﷺ перестал совершать это. Но это показатель того, что его злейший враг, который убил несколько человек при битве при Ухуде, его верных сахабов, и то он старался показать свою доброту, потому что был добрым. Мухаммад ﷺ призывал всем своим существом, он весь светился божественным светом. И когда он объяснял людям, как нужно совершать добро, он доводил до людских сердец, и люди понимали, что только живя на пути благих деяний и совершая добро, ты становишься человеком. Потому что он был воплощением благих дел и добра. Аллах Субхану ва Тааля создал нас, мы говорим, для благих деяний. И мы, люди, особенно мусульмане, мы должны призывать людей к добру. Но Аллах Субхану ва Тааля говорит, что каждый из членов этой общины, уммы Мухаммада, алейкум анфусакум, заботьтесь о себе. Ку анфусакум ва ахликум уннара, то есть оберегайте себя и свои семьи от зла огня гиены. Но как же мы еще можем призывать всех остальных? Для этого Аллах Субхану ва Тааля говорит, что я вам определил фарзы, то есть обязательные ваши действия. Да, призыв к добру, к благому и удержание от зла, амри биль маруф, анахи аниль мункар, это фарз, но фарз кифая. То есть если часть уммы совершит это действие, со всех остальных снимается. Это мы читаем в Коране, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ауду биллахи минаш шайтанир раджим».
وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. То есть, если среди вас будет группа, часть из вас, которая призывает к добру, к совершению благих деяний и удерживает от зла, то в данном случае все остальные получат милость Аллаха. Они будут в радости, они муфлихун, они будут в успехе. Некоторые люди собираются в группы и думают, что не изучив даже ислам, можно призывать людей к добру и совершать вот это нахи ганиль мункар, амир биль маруф ва нахи ганиль мункар. И даже не понимая основ ислама, начинают призывать людей. Но так как же ты будешь призывать людей к тому, чего ты не знаешь, чего ты не изучил, чего ты не практиковал? И есть такие люди, которые говорят, что можно призывать, если даже не практикуешь. Не обязательно практиковать. Самое главное, ты вычитываешь из Корана, из хадисов и уже призываешь. Что Аллах Субхану сказал же в аяты Корана есть. Пусть среди вас будет община. И мы думаем, что это наша группа. Что наша община, которая должна призывать. И начинают ходить по селам и весям, по городам и призывать людей. Или же насильно хотят заставить совершать людям благое, или насильно удерживать и приводят хадис. Пусть среди вас будут те, которые увидят, если вы увидите зло, то если сможете, исправьте это рукой, если не сможете, исправьте языком, если не сможете, то отвернитесь и уйдите от этого. И они говорят, что это для каждого мусульманина, хотя хадис, комментарий к этому хадису, сказано то, что если вы увидите зло, удерживаете это рукой, это относится к руководителям государства, у которых подчинение армии, у которых полиции, у которых силы есть, власть. Те, которые удерживают языком, это для проповедников, для тех, которые обучают людей исламу, для имамов, для тех, которые специально для этого, для алимов, для ученых, для которых специально для этого изучают ислам, и они стали учеными. А для тех людей, для простых, которые еще не могут что-то объяснить людям, хотя они простые люди, простые мусульмане, которые сами себя удерживают, основываясь на аятах Корана, «Аляйкум анфусакум», заботьтесь о себе, заботьтесь о своей семье. Они что должны делать? Они не должны быть рядом с теми людьми, которые совершают зло. То есть они должны уйти, потому что есть аят Корана. Если ты находишься в каком-нибудь собрании, где собрались люди, и там начинают болтать несуразные, и высмеивают религию Аллаха, и злословят про пророк, или про сахабов, или про ученых, отвернись от них, убеги. Беги оттуда. Может, в это время Аллах Субхану ва Тааля может не спаслать свое наказание. Может, Он не спошлет дождь из камней и разрушит все это. Не сиди рядом с ними. Вот о чем говорит. И Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, всегда, если на каком-нибудь собрании начиналось пустословие, и начинали задевать Аллаха, он что делал? Он постарался удержать, говоря, что прекратите. Если никто его не слушал, если продолжали высмеивать, он вставал и уходил. То же самое мы должны совершать. То есть этот хадис, если можете, удерживайте рукой или языком, или же отвернитесь от этого, но это слабость имана, это же говорит об этом. Не для каждого человека. Что говорит Аллах Субхану ва Тааля? Ати'уллах ва ати'ур расуль ва улил амри минкум. Подчиняйтесь, совершайте итагат Аллаху, Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, пророку вашему, и тем, которых избрали вы среди самих, руководителям. Не те группировки какие-то 3-4 человека, или там сотни, или тысячи человек, которые избрали для себя какого-то руководителя и говорят, что
вот он наш эмир, и мы подчиняемся ему. Да не про тех идет. Если в каком-нибудь обществе, в каком-нибудь государстве каждые 5 человек или каждые 1000 человек будет избирать для себя эмира, эмир же это глава государства, глава, руководитель тех всех мусульман. Если они каждый будут избирать, что произойдет? وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Не разделяйтесь, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Будьте в одной общине. Нравится вам, не нравится. И Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, что если перед вами поставят имама, черного раба, у которого голова с финиковую косточку, вы подчиняйтесь ему. Ни в коем случае не перечьте, не совершайте фитну, смуту. Подчиняйтесь и следуйте за ним. Те, которые должны призывать к добру и удерживать от зла, призывать к добру, к совершению благих деяний, это в наше время. Кто они такие? Это имамы, это муаллимы, это мударрисы. Это те люди, у которых есть знания, которые призывают постоянно людей. Некоторые хотят опорочить их, говорят, что они вот такие, сякие. Но поймите, любой имам, любой муаллим или ученый, он всегда думает про Аллаха. Он всегда разговаривает про Аллаха. Он всегда объясняет про Аллаха и живет этой жизнью. Так он лучше или тот, который ходит по улице и совершает еще какие-то нелицеприятные действия и потом одномоментно начинает творить благое и потом призывать? Тот человек, который целыми днями всю свою жизнь посвящает исламу, или тот, который отрывками посвящает свою жизнь периодически, потому что основная масса мусульман постоянно не может жить. Основная масса мусульман занята мирским, дуньяви, а имамы, муэдзины, ученые, муаллимы, они заняты постоянно тем, что изучают эти знания, распространяют эти знания и доводят до людей это знание. Но в данном случае еще нужно получать правильные знания. Эти знания должны быть из общины Ахли Сунна валь Джамаат, из 4 мазхабов. Все остальные это Ахли Бидга, нововведение, придуманное. То, что придуманное человеком, это не божественно, это не будет долгосрочно. Это когда-нибудь исчезнет, опозорится, и не будет ему вознаграждения. Призыв к добру и удержание от зла, призыв к благим действиям и удержание от зла, человек, самое первое, должен призывать самого себя. Он должен бороться со своим нафсом. Он должен свой нафс перевести на ту ступень, которая называется благие деяния, добро. Пока он не исправит себя, он не сможет призывать свою семью. Пока он не исправит себя, он не сможет достичь довольства Аллаха. Да будет Аллах нам всеми доволен и поведет нас прямым путем, сират аль-мустаким, и убережет от того пути, по которым идут те, на которых Аллах Субхану ва Тааля разгневался или которых заблудил. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.